Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 23 февраля в нашей истории. 23 февраля 1915 года всадники 4-й Абхазской сотни Дмитрий Анчабадзе, житель Паквашской общины, и Василий Маги из Ачандарской общины награждены Георгиевскими крестами 4-й степени. Оба всадника под сильным огнем противника сумели добыть ценные сведения, за что и были отмечены высокими наградами. А за весь период Первой мировой войны Анчабадзе Дмитрий и Маги Василий были награждены всеми 4 степенями Георгиевского креста. 23 февраля 1955 года вышел первый номер литературно-художественного общественно-политического журнала «Алашара». Организаторами выхода журнала были Дмитрий Гулия, Баграт Шинкуба, Иван Папаскир, Иван Тарба, Георгий Гулия. Первым редактором журнала стал Мушни Хашба. 23 февраля 1974 года по инициативе ветерана Великой Отечественной войны Александра Тария в Гагре у входа в дом отдыха Жуеквара при участии его однополчан была открыта мемориальная доска. Именно с этого места батальоны 1-го Тбилисского военно-пехотного училища, выпускником которого был и Александр Тария, в 1942 году ушли к Санчарскому перевалу и преградили путь врагу. А через 50 лет, в сентябре 1992 года, грузинскими захватчиками эта мемориальная доска была уничтожена. 23 февраля 1990 года Минюст Грузии издал постановление, обязывающее органы ЗАГСа и МВД Абхазской АССР у граждан абхазской национальности с фамилиями, оканчивающимися на ИЯ, ИА, ВА, УА, в документах, удостоверяющих личность, в графе «национальность» записывать грузин. 23 февраля 1993 года абхазские моряки задержали сейнер Гагра с награбленным грузинскими мародерами имуществом. 23 февраля 2009 года в Сухуме открыт Центр «Мир без насилия» имени Зураба Ачба. Открытие офиса приурочили ко дню рождения известного политика, одного из лидеров национально-освободительного движения Абхазии. В Центре «Мир без насилия» проводятся конференции, круглые столы, семинары. Он также занимается образовательными программами. 23 февраля 2013 года Станислав Лакоба, историк, политик, главный научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований, профессор, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулия, награжден орденом Ахтябша 2-й степени. 23 февраля 2014 года на официальной церемонии закрытия 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава исполнила финальную песню «До свидания, Сочи». Это великая честь для меня, и я до сих пор с трепетом ношу в себе это ощущение. Был потрясающий номер, Великая Олимпиада, Россия, рядом Абхазия, потрясающая песня Игоря Яковлевича Крутого на слова Игоря Николаева. Я счастлива, я пребываю в таком немножко головокружительном, эйфорическом состоянии. Я приехала на могилки к родителям для того, чтобы сказать им снова спасибо, обнять их, поцеловать мои любимые памятники. Побыла, посидела в нашем имении, в Дурипшах, и немножко выдохнула. Вот сейчас стала хоть чуть-чуть отдыхать, дышу. 23 февраля 1928 года родился Владимир Анкваб, поэт, литературовед. Выпускник Московского литературного института, защитил диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук по теме «Проза Михаила Лакарба и абхазская новелла». Доцент Абхазского государственного университета Владимир Анкваб долгие годы возглавлял кафедру абхазской литературы. По мнению критиков, в балладах поэт мастерски использовал народные предания, сказания, легенды, мифы, сказки,
и былины. Наиболее значительным эпическим произведением поэта является «Обрыскил». Теме национальной школы социально-экономической ситуации Абхазии 50-х годов посвящен его роман в стихах «Туман и весна». Владимир Анкваб – автор ряда ценных для развития абхазской литературы, литературоведческих работ и литературно-критических статей. 23 февраля 1931 года родилась Людмила Аргун, заслуженный работник культуры Абхазии. Работала в издательстве Алашера редактором русского издания, в управлении по делам печати при Совмине Абхазии, в общественно-политической организации Народного форума Абхазии Айтглара, в пресс-центре штаба Конфедерации народов Кавказа во время Грузино-Абхазской войны. Книги, отредактированные Людмилой Аргун в течение нескольких десятков лет издательской деятельности, могут составить целую библиотеку. Награждена орденом Айхтапша. 23 февраля 1938 года родился Владимир Ахиба, поэт. Впервые его произведения увидели свет в 1960-м. Как отмечают критики, в лирике поэта самобытное и яркое отражение получило его чувственное эмоциональное мировосприятие. Язык и стиль поэтических произведений Ахиба прозрачен и доступен. Отдельные стихотворения поэта переложены на песни и входят в репертуар хоровых коллективов и вокально-инструментальных ансамблей Абхазии. Его лучшие лирические произведения вошли в антологию абхазской поэзии XX века. 23 февраля 1939 года родился Георгий Жанаа, публицист, заслуженный журналист Абхазии. В разные годы был преподавателем русского языка и литературы в школах Абхазии. Журналистскую деятельность начал на абхазском радио, работал редактором, ведущим. Георгий Жанаа был одним из ярких публицистов газеты «Апсныхапщ». В историю абхазской журналистики он вошел и как первый комментатор футбольного матча на абхазском языке в прямом эфире. 23 февраля 1942 года родился Валерий Воуба, инженер-строитель, лауреат Государственной премии СССР. Выпускник Новочеркасского политехнического института, работал главным инженером Абхазского областного совета по туризму и экскурсиям. Был первым директором Новоафонской пещеры. Ему была присуждена Государственная премия СССР за создание комплекса Новоафонской пещеры вместе с группой ученых и строителей. 23 февраля 1945 года родилась Бела Барциц, поэтесса. В лирике Белы Барциц доминируют переживания, связанные с исторической судьбой абхазского народа, тема Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Отдельное художественное исследование поэтесса посвятила творчеству композитора и хормейстера, народного артиста Абхазии Раждена Гумба. Произведения Белы Барциц вошли в антологию абхазской поэзии XX века. 23 февраля 1950 года родился Зураб Ачба, общественный и политический деятель Абхазии. Выпускник Московского государственного университета, работал юрисконсультом в различных организациях Абхазии. Был активным членом Народного форума Абхазии Айтглара. Блестящий оратор, полемист, активный сторонник и участник грузино-абхазского диалога до войны 1992-1993 годов. В период грузино-абхазской политической конфронтации Ачба часто выступал в СМИ, принципиально отстаивая интересы Абхазии и разоблачая грузинский оккупационный режим. Я верю, что если нам не помешают повзрослеть или мы сами не сотворим какую-нибудь несусветную дурость, у нас со временем все получится. Будет, как говорят в народе, все как у всех, а даст Бог и еще лучше. Так представлял будущее Абхазии Зураб Ачба. Являясь депутатом Верховного Совета Республики Абхазия, он внес весомый вклад в разработку законодательных актов, способствовавших восстановлению абхазской государственности. Зураб Ачба был убит в Сухуме 15 августа 2000 года. Это одно из громких политических убийств, которое до сих пор не раскрыто правоохранительными органами. 23 февраля 1953 года родился Станислав Лакоба, историк, литератор, общественный и политический деятель. Станислав Лакоба – главный научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований, профессор Абхазского государственного университета, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулия. Автор 3 литературных сборников «Колесо и снег», «Весна на траве» и «Опрокинутая». Автор более 100 монографий, книг, статей и очерков по истории, археологии и культуре Абхазии и народов Кавказа. «Крылились дни в Сухумкале», очерки политической истории Абхазии, учебное пособие «История Абхазии», «Абхазия после 2 империй, 19 и 21 века», «Кто есть кто в Абхазии», «История Абхазии с древнейших времен до наших дней» в соавторстве с академиком Олегом Бгажбаевым,
«Дружба» и другие. Станислав Лакоба является автором Лыхнинского обращения 1989 года. В период острого политического противостояния с Грузией и во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов он был депутатом, затем первым вице-спикером парламента, один из соратников Владислава Ардзинба. Принимал активное участие в Женевском процессе по урегулированию военного конфликта под эгидой ООН и при посредничестве России. С 2000 по 2004 годы в качестве приглашенного профессора занимался научной работой в Центре славянских исследований Университета Хоккайдо в Японии. На первом этапе президентских выборов 2004 года баллотировался в паре с Сергеем Багапшем на пост вице-президента Абхазии. На втором этапе в интересах внутриабхазского согласия уступил место вице-президента Раулю Хаджимба. Дважды в течение 10 лет был секретарем Совета безопасности страны. Но в связи с несогласием с проводимой политикой паспортизации еще в 2009 году подал в отставку. А в 2013 году выступил с официальным заявлением перед депутатами парламента Республики Абхазия по вопросу законности выдачи абхазских паспортов жителям восточных регионов Республики Абхазия, являющихся гражданами Грузии. Парламентская комиссия Абхазии по проверке законности выдачи общегражданских паспортов Республики Абхазия, которая была создана по заявлению секретаря Совбеза Станислава Лакоба, впоследствии приняла решение об аннулировании незаконно выданных паспортов. Принципиальная позиция Станислава Лакоба предопределила и последующее развитие событий в стране. Годы, люди и народы убегают навсегда, как текучая вода. В гибком зеркале природы звезды, невод, рыбы, мы, боги, призраки у тьмы. Вообще, я бы сказал, история – это будущее. Очень многие думают, что это прошлое. Ничего подобного. История – это будущее. Потому что очень многое идет по кругу, идет по спирали. Если бы мы не знали хорошо события 1921 года, то трудно было бы понять наш период. В частности, я часто сравнивал и во время войны, и говорил, как это все будет происходить. У нас даже организации, можно сказать, идентичные с тем временем. Тогда Союз горцев Кавказа был, у нас Ассамблея горских народов, Абхазский народный совет, у нас Абхазский парламент. Очень много было всего интересного. История – это продолжение политики. Это очень взаимосвязано все. Все очень взаимосвязано. И я думаю, что, например, мне это очень помогало в моей работе. То есть, если некоторые, допустим, видели в чем-то, что это конец, тупик, я, например, говорю, что это уже было в истории Абхазии не один раз, что все наладится и все будет по-другому. На этом не закончится ничего. Но, слава Богу, мы выжили, мы остались. Главное, чтобы мы правильно распорядились всем тем, что мы завоевали за все это время. 23 февраля 1954 года родился Григорий Эйник. Выпускник Ростовского государственного университета, работал на различных комсомольских и партийных должностях. В Отечественной войне народа Абхазии возглавил Гагарское ополчение. Был первым военным комендантом освобожденного города. Награжден орденом Леона. В разные годы возглавлял Таможенный комитет Республики Абхазия, Министерство по налогам и сборам Республики, аппарат правительства и администрации президента Республики Абхазия, был главой администрации Гагарского района. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 23 февраля в мировой истории. 23 февраля 1874 года запатентован корт для игры в большой теннис. 23 февраля 1958 года в Москве на Поклонной горе заложен памятник Победы. 23 февраля 1959 года в Страсбурге открылась первая сессия Европейского суда по правам человека. 23 февраля – День защитника Отечества в России. С 23 февраля по 11 апреля 2015 года – время Великого Поста. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 23 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это плюс 14 градусов. Самая же низкая температура плюс 3 градуса в 2012. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.